Всем привет, друзья! Вы на канале онлайн-академии внутреннего туризма. Это наш одноименный подкаст. Сегодня у нас составчик прям такой очень живой, очень собранный из людей, которые привыкли работать в поле. Но мы сегодня обсуждаем очень большой спектр тем. Это не про какую-то определенную тему, вопрос. Это про все то, что сейчас вот наболело. Тем более к концу года много что было пережито в этом году. Многие вопросы обсуждаются, поднимаются в СМИ. Есть вопросы, касающиеся критические моменты какие-то. И вас, как экспертов, мы позвали на эту площадку, чтобы открыто вести диалог на те темы, которые сейчас вот волнуют общество в первую очередь. И давайте представлю вам наших сегодняшних гостей. Это Яков Федоров, он активный блогер, путешественник, много регалий. Действительно, когда человек активно занимается развитием туризма, про него можно очень много говорить. Он сам еще сейчас представит себя и расскажет те проекты, которые он делает, да, когда это будет перекликаться с темой нашей беседы. И очень хорошо знаком Якову и наша госпожа Халида Легенова. Она сегодня будет разбавлять наш такой мужской состав. И Даниэль Сижанула, очень всем знакомый эксперт, большой эксперт в туризме, который, вот, наверное, с порога универа сразу начинал в тему развития туризма вникать, работать в этой сфере. Сейчас он управляющий директор национальной компании «Казахтуризм». Мы в этом бодром таком составе в вечернее время собрались. Сейчас вот будет, наверное, немного вам даже сюрпризно, что мы без объявлений темы даже вот позвали на эту площадку, да, чтобы прям живой диалог у нас сегодня получился. И сразу вот такие моменты. Какую тему или вы в последнее время по туризму чаще слышали, как вот критически вот нету того или этого, или вот главная проблема в туризме – это вот это. Яков, вот вы очень много путешествуете, и сразу, наверное, с вас можно начинать. Пройдя по всему Казахстану и пешком, и на машине, какие вы проблемы можете сейчас вот сказать? Вот вы видите, главное это. Вот в туризме главное это вот это. Ну, у нас, наверное, не в этом году родилась проблема, точнее, целый их клубок. И остается до сих пор проблемой, конечно, неразвитая инфраструктура, потому что она не дает развиваться бизнесу. У нас и вторая проблема, которая с ней перекликается, это государство, которое участвует в сфере туризма, которое не выступает как регулятор, который создает правила, а которое зачастую конкурирует с бизнесом и тем самым не дает бизнесу развиваться. То есть мы видим неразвитую инфраструктуру, которая не дает развиваться местным сообществам, и мы видим государство как огромного конкурента, который не дает рынку развиваться. И в этом отношении, в этом году я начал для себя открывать страны Африки и тоже изучать, как развивается туризм в Руанде, Уганде, Эфиопии, Кении, Южной Африке. И для меня очень грустно говорить, что мы во многих вопросах отстаем даже от этих стран. То есть, во-первых, в плане инфраструктуры, то есть очень хорошо развита и система автомобильных дорог, и система общественного транспорта. Если у нас человек захочет купить билет, например, на автобус, он не сможет это сделать, потому что абсолютно непрозрачно продаются билеты. Вы все хорошо знаете, как у нас работают автовокзалы, да? То есть в то время как во многих странах мира, и даже в африканских, вы можете онлайн купить билеты. У нас не развита система, сколько лет мы говорим про те же туалеты, да, и туалеты в Африке гораздо чище и гораздо чаще находятся, чем туалеты в Казахстане. То есть очень много моментов, сети питания. Если мы говорим о природных объектах, о национальных парках, да, то у нас мы до сих пор не можем найти баланс, то ли мы сохраняем природу, то ли мы привлекаем больше туристов. То есть либо мы выставляем определенные ограничения, да, на посещение, чтобы не убивать природу, но повышаем цену, да, то есть либо мы заводим огромное количество людей, но в то же самое убиваем наши национальные парки. То есть очень много моментов, которые именно с инфраструктурой связаны. Об этом можно бесконечно говорить, но если говорить о государственном регулировании, то мы видим тенденцию последних лет, когда государство пыталось профинансировать крупные проекты в разных областях, в разных регионах,
за счет государственного финансирования, ну, которое потом бы вернулось, конечно. Но, тем не менее, когда мы строим один крупный объект, ну, например, больной вопрос был насчет Бозжиры в Мангистауской области. Мы хорошо понимаем, что если мы строим один крупный объект, мы автоматически убиваем весь остальной бизнес. То есть, на мой взгляд, вместо этого государство стоило бы помочь малому бизнесу. Во многих районных центрах Казахстана у нас нет элементарных гостиниц. И это ведь связано не только с туризмом. Люди постоянно едут в районы, которые даже мы не представляем, потому что едут командировочные из области. И они вынуждены оставаться у кого-то из местных, и вместо того, чтобы приносить с собой деньги, они забирают деньги у местных. Да? То есть их и кормят за счет местного населения, и размещают. И если была бы система тех же самых государственных грантов для развития хостелов в тех же самых отдаленных райцентрах, и не только отдаленных, мне кажется, это больше бы дало эффекта, чем строительство одного крупного отеля, который тем более не привлекает 100% местного населения в качестве рабочей силы. Я бы хотел вот этот тезис подхватить, если можно, да? Ну, вот главная проблема, это же такая вещь, она для каждого она своя, да? То есть, ну, да, реально можно, там, проблем, не сказать, что нет, их очень много. Здесь вопрос в том, что решаются ли эти проблемы, да? То есть, мне очень понравился тезис вот насчет того, что деньги в некоторых местах, да, не то, что оставляют, иногда бывает забирают, да, и здесь вот ключ кроется в правильном понимании самого туризма, мне кажется. Вот для многих, вот не скрою, да, для многих госорганов, для многих, может быть, там представителей разных, скажем, ветвей власти, туризм – это там, отдых. Поехать, отдохнуть, купить билет, да, это часть туризма, но мне кажется, вот у нас пока не сложилось вот это общее понимание того, что туризм это индустрия, да? индустрия. Это огромная индустрия. Да, индустрия, она что, вот это не просто слово, да, то есть возьмем конкретно там сельский туризм, да, вот Халида очень хорошо знает, да, вот в прошлом или позапрошлом году мы ездили в Аршалы, здесь в село, где поехали группа, были у пасечника, выкупили весь запас меда, да, там поехали дальше, выкупили корт, там сметану, все, что у них было. Вот это вот показывает вот, возможности туризма, да, то есть задействовать цепочки, чтобы на этом трафике людей заработали местные, да. И если мы вот это перенесем, скажем, на горнолыжный туризм, там автоматически подключаются спортивный инвентарь, там, сувенирная продукция и так далее. И разная сторона туризма, она может подключать разные, так скажем, отрасли, там, если не ошибаюсь, по науке это 32 отрасли туризма, которые могут быть вовлечены в туризм. И вот если с этой точки зрения все начнут смотреть, тогда, мне кажется, наконец начнут вкладываться в инфраструктуру. То, что вы говорите, это вот, да, вот понимание для нас парков или для Минэкологии, это вредители, туристы, да, то есть, если так говорить словами клише, так скажем, да, для Минэкономики или для Минфина, да, это расходная часть, просто там потратили, конечно. Там дорогу не в населенный пункт, а куда-то Айдалага, да, грубо говоря. Для МВД, либо МИДа или для кого-то это получается там внешняя угроза, люди, которые заходят, их надо контролировать и так далее. Или для Минсельхоза это вывод сельскохозяйственных земель. Вот эти гранты из земли, это тоже из тех проблем, которые оскомину набили. Это, по-моему, Халида пусть сама расскажет. Самое время, да, передать слово Халиде. Если, да, я просто считаю, что туризм, он в целом должен восприниматься как отрасль экономики. Вы все правильно заметили, подчеркнули то, что тут все зависят внутри между отраслями в целом от экономики, от того, как складываются взаимоотношения между покупателями услуг, между продавцами этих же услуг. Ну и Яков уже перечислил очень много проблем, которые волнуют всех в туризме. Действительно, это так. И когда выезжаешь на поля, да, как вы сказали, на работу, я сама очень часто сталкиваюсь с тем, что в районах не хватает гостиниц. Очень часто мы на полях в работе с людьми сталкиваемся с тем, что действительно где-то государство является конкурентом.
Где-то людям не хватает поддержки, мер государственной поддержки, тех же грантового финансирования. И вот, кстати, если говорить о помощи малому бизнесу в сфере туризма, а именно это сейчас необходимо всем, потому что крупный бизнес, средний бизнес, ну, как известно, он и так как бы хорошо развивается, и на своем доходе он может увеличивать свою способность. А вот именно малый бизнес, он немножко не поддержан со стороны государства. Например, если обсуждать меры поддержки, которые уже приняты, в плане того, что государство субсидирует туалеты, это шикарная программа, то есть она рабочая. Скажу даже, что я ею тоже смогла воспользоваться от нашей компании туроператора Агротревел, да. И действительно это работает. Главное, все те требования, которые там предъявляются со стороны государства к туалетам, чтобы были сохранены. Вот. А что касается остальных мер поддержки, ну, на самом деле среди бизнеса все уже знают, что это ничего не работает, что это никакая не поддержка малого бизнеса, что это опять же для акул крупного бизнеса все продумано, даже если брать транспорт, меры поддержки по транспорту, а не говоря уже о мерах поддержки при строительстве гостиничных комплексов, шале, там всевозможных. Мы даже с соседями сравним, да, какая поддержка, система поддержки в Узбекистане. Да. Ну и, соответственно, у них прямые рейсы из европейских стран, из ведущих азиатских стран. Все благодаря тому, что они просто поняли, что любая отрасль, на самом деле, она завязана с туризмом. Конечно. И вот даже я начала проходить путь предпринимателя, например, вот с того, что он решил построить эко-дома, глэмпинги, как сейчас модно, да, фреймы. Так вот, чтобы получить меру поддержки, он должен сдать ПСД. ПСД, который стоит баснословных денег. И, то есть, эта мера поддержки, это будет даже не капля, а какая-то песчинка, да, там в пустыне. И они на это даже не идут. То есть это огромные вложения, которые не осиливает малый бизнес. То есть опять говорит о том, что это не для малого бизнеса. Ну, что тут радует, по крайней мере, есть тенденция к тому, чтобы, ну, это вот занимаются мои коллеги, да, есть тенденция к тому, чтобы снижать, ну, приводить вот эти правила, так скажем, которые к этим мерам применяются, их корректировать. Да. Вот это же первый год, кстати, как они вот неполный 10 месяцев они отработали. Мы сами Казахтуризм субсидируем, администрируем одну только меру, это Kids Go Free. Мы по нему видим, вот это сработало, вот это не сработало. Нам говорят, давайте авиа, может, туда ЖД добавим, давайте еще что-то. Мы все вот эти моменты рассматриваем, и там, где есть вот законная возможность, мы его ослабляем. Также было, кстати, по туалетам. Да, было там смягчение, изначально было там требование, если не ошибаюсь, чтобы отдельная кабинка была для маломобильных групп населения. Потом вот это поменяли на просто условия для маломобильных, потому что все понимают, что не везде есть. То есть поставили по высоким стандартам, да, а потом уже к средним стандартам. Но она все еще в рамках стандарта остались, потому что, правильно говорите, качество там надо выдерживать. И здесь как раз таки просто вот регуляторное воздействие, часто нам не хватает вот этого терпения проверить, как она работает, да, посмотреть, поменять, адаптировать, запустить снова, потому что не все с первого раза работает. Ну, бывает. То же самое Узбекистан, вот я часто ведь сравнивают нас, да, но я лично не воспринимаю Узбекистан как наш конкурент, либо это, да, потому что это наш большой партнер. Ну, для иностранного туриста наш регион – это один большой стан, который, куда он едет, там популярные туры называются Five Stans, Three Stans, и как бы очень много туров, и где-то даже вот по всем опросам, где-то 80% туристов хотят приехать в 2 стана сразу. То есть, но вопрос, где остаются деньги? Да. Вот, теперь, да, вот это очень правильный вопрос, да. Узбекистан занимается этим с советских времен. И даже Кыргызстан, извиняюсь. Да, это вот впереди. заря... Звезда Востока еще советских времен. Понятно и видно, что у них вот это понимание отрасли сложилось давно и четко. И решение, если там принимается просто моментально указом президента, принимается вот во время ковида, это было особенно заметно было,
Предложили освободить, освободили. Предложили учредить фонд, учредили. То-то, то-то. То есть вот этот явный фокус, так скажем, в сторону туризма есть. Чего, кстати, пока еще не хватает нам, но я думаю, мы еще нагоним. Но в этом на самом деле и отличие стран, где развитый туризм, от стран, где туризм не развит. Это вопрос внимания государства к нему. У нас зачастую, особенно на уровне регионов, туризм он оторван от реальной экономики. С чем занимается управление туризма? Да? То есть, ну, например, направляет своих специалистов в Латинскую Америку продвигать Казахстан. То есть я хорошо понимаю, например, когда роуд-туры, да, промоушен, продвижение проводится в арабских странах, да, где наш непосредственный клиент, или в Индии, например, Китае. Но когда это происходит где-нибудь на Карибских островах, мы понимаем, что люди просто едут отдыхать, на самом деле, за государственный счет. И пока на уровне руководства областей, на уровне руководства страны не будет в планировании учтено, что каждое мероприятие, любой ивент, какой бы ни проводился, даже в медицинской сфере, что это тоже часть туризма, что это тоже часть большой индустрии, мы тогда туризм развивать не будем никоим образом. Тогда у нас и действительно люди, которые болеют за туризм, переживают за туризм, будут долго биться, но будут завязать в этих бюрократических проволочках, потому что сейчас, к сожалению, то есть в любой регион вы поедете, ну, туризм есть для галочки. Кстати, вот здесь вот хороший момент. Яков вот рассказал про роуд-шоу, которые вот делаются вот за рубежом, и ну, в целом промоушен идет, и он, насколько он где-то там объективно нужен или где-то там не нужен. И в свете этого есть ну, некоторые недопонимания да, у населения, почему они туда поехали, почему они расходуют на командировки, туда едут. И есть большой пласт вопросов, связанных с этим. И один из них по поводу трат бюджета на вот эти самые роуд-шоу, которые воспринимаются, как я вот вижу в соцсетях, в СМИ, что это просто вот прогулка чиновников за рубежом. Вот как профессионалы, вот Яков правильно отметил, я так думаю, и сейчас эту мысль давайте попробуем развить. Те рынки, которые выбираются, то же самое казактуризм, где мы вот у нас участвуем. очень простая логика. Безвизовый режим, прямой рейс. Да, казактуризм. Почему мы выбираем тот или иной регион, либо есть безвизовый режим, либо ну и то, и другое, это автоматом ставит тот или иной рынок, наш расширенный список, так скажем, целевых стран. В этом году, куда мы ездили, есть, возможно, будут спонсоры. Да, приграничный регион России. Планирование шло еще до всей этой ситуации геополитической, но приграничные регионы до сих пор нам важны. Одно то, что едут, так скажем, индивидуальные туристы, да, важно сделать организованный поток. У нас был всегда до ковида организованный поток хотя бы с Кургана, Тюмени и северные еще нескольких регионов. Мы хотим больше с ним поработать, чтобы восстановить этот поток. Они исторически едут на Боровой и так далее. Да? Потом мы были в арабских странах, вы правильно отметили, да? Мы туда стараемся сейчас уже в Европе оставить только те активности, которые до ковида у нас были. Вот ITB Берлин, например, да, и WTM Лондон, это большие такие якоря, потому что это не сколько Европа, это весь мир. Все остальные зарубежные вот эти встречи, роуд-шоу, презентационные мероприятия, B2B встречи, они проходили вот в Саудовской Аравии, они проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, Катар, Бахрейн, то, что в планах Индия. Ну, то есть это то, что мы, так скажем, фокусно взяли. Кстати, вот, Яков, интересно, этот карибские страны, вот это я не слышал. Япония, по-моему, еще. Нет, Япония это хороший рынок. Япония это хороший рынок. Да. Рейсы пока сейчас, к сожалению, нет, но тогда там было такое софинансирование со стороны Фонда развития культуры, если не ошибаюсь, Японии. То есть они все сделали, от нас оставалось только поехать с наполнением культурной программы. То есть мы этой возможностью воспользовались. И тем более там такой объединенный большой такой участок был всех стран Центральной Азии. То есть это было именно выставка под них. Но у нас часто действительно есть хорошие мероприятия, да, но на уровне отдельных управлений, отдельных регионов часто неправильное понимание, потому что, опять же, есть привычка осваивать бюджеты.
Децентрализованно происходит чем выезды. дальше и дороже мероприятие, тем быстрее управление освоит бюджет, вот и отправляют далеко. Но вот здесь я бы хотел сказать, что ваш опыт на самом деле, вот насчет роуд-шоу, я бы, например, повторил внутри Казахстана. Потому что вместо того, чтобы вкладываться, например, условной какой-то одной области для продвижения в Латинской Америке, это реальный случай, я не для прикола это говорю, то есть вместо этого было бы классно провести роуд-шоу для соседних областей. Мы, например, несколько лет назад с коллегами делали очень классное мероприятие, журналистов и блогеров из Павлодарской области повезли в Восточно-Казахстанскую. И вот если области будут соседние друг с другом вот так взаимодействовать, мы вот таким образом гораздо быстрее перебьем и культуру внутреннего туризма, и, соответственно, и продукты будут рождаться, потому что поток будет расти. То есть нужно работать с тем, кто у нас есть. Точно так же, как вы работаете с приграничными районами России, с теми республиками, странами, куда есть прямой рейс, точно так же. Самый ближайший турист живет в соседних областях. Поэтому вместо того, чтобы тратить деньги на мероприятия, которые просто дороже стоят и на которых легче освоить бюджет, труднее, но эффективнее работать именно с нашей внутренней аудиторией в том числе. Поэтому вот моя рекомендация в том числе это на уровне регионов усилить взаимодействие. Ну, у нас есть, да, внутренний туризм, а есть еще въездной туризм. Есть туроператоры, которые работают, принимая иностранных туристов. Не, вот это, да, это вот такая работа, которую мы должны просто вот запланировать. Мы сами понимаем, какая часть у нас занимает внутренний туризм, да, то есть она даже не прекращала расти в период ковида, да, то есть она, вот эта тенденция, это, да, ковид дал сильный толчок такой, да, внутреннему туризму, большой отложенный спрос, который до сих пор, кстати, реализуется. Помимо этого мы должны понимать, где наши рынки, да, вот внутренний туризм сколько генерит, там у него отдельно свой КПД у государства, там довести до 8 миллионов внутренних туристов, это вполне себе реальный показатель, то есть, который можно сделать. Это, вот, кстати, опять-таки, возвращаясь к туризму, вот мы внутренний турист, когда как считаем, это статистика. Да. Один из еще больных вопросов, да, как считаем туристов? Мы считаем внутренних туристов по 3 показателям. 2 из них связаны с местами размещения. Санаторий отдельно ведется, потому что это Минздраве находится учет, и отдельно ведется по местам размещения. Гостиницы, ну, вот именно, так скажем, люди, которые обслужены были в местах размещения. Да? Даже если брать понятие туризм в законе, посмотрите, я с этим даже не согласна. Кто такой турист? Это человек, который пребывает в каком-либо месте больше 2 дней. Не, больше 24. Больше 24. До года, да. И до 1 года. А если учитывать поток туристов, я их тоже туристами считаю, да, по внутреннему туризму, которые едут в однодневные туры, и учитывать, какую они пользу тоже приносят. приносят. По определению экскурсанты. Но вот если чисто в науку уходить, да, это вот экскурсанты, и вот это понятие, оно идет по методике Всемирной туристической организации. Ну, так работает весь мир, можно сказать, да. Ну, вот мысль закончил насчет статистики, да. Мы взяли, вот, внутренний отдельный КПД поставили и въездной. И вот здесь самое большое этот недопонимание начинается, когда 80 либо 90% это твои соседние страны. Ну, Потому что статистику делали страны с развитым туризмом, да, и они, естественно, саму методику под себя организовывали. А, конечно, у нас 50%, ну, почти 50% это Узбекистан. Не-не, у нас вот на первом месте получается Узбекистан. Ну, так же, как и для Узбекистана мы, кстати, да. Казахстан. То есть в их статистике, вот мы же для интереса разбираем статистику Узбекистана, Азербайджана, то же самое. Соседние страны формируют где-то 80-90% турпотока, да? Но чек у них относительно ниже, чем из дальнего зарубежья. Например, с Европы турист он больше тратит. И поэтому тут вот этот принцип работает 80/20, да, когда ты 80% усилий тратишь на то, что этот дает больше выхлоп. То есть вроде бы там меньше потока, но он более организованный, более кассовый, так можно сказать, да. И поэтому иногда мы делаем большой упор на новые рынки. Потому что, как правило, сейчас с российским рынком можно в ближайшие, наверное, год, по крайней мере, ничего не делать. Наверное, хотя вещи сейчас очень, очень сильно меняются, да. То есть те вещи, которые мы в начале года планировали, сейчас иногда уже не актуальны. Но сейчас многие страны переориентировались на арабский мир.
И это прям заметно, да, на улицах городов. Очень много, на самом деле. Да. Тем более им полюбилась Алмата. Они очень сильно... Вот, есть уже много рейсов. Да, вот представьте, есть Катар, ну, помимо наших, которые летают. Есть Флайнас заходит, саудовский, с ноября. Джазира заходит в Туркестан. Азия, получается, да. Аэразия. Рейжа вот с этой стороны, со стороны Малайзии уже будет заходить. Вот этот наш рынок сейчас как раз, мне кажется, такой мусульманские страны, где мы для них относительно нового направления. И такой, мы не халал в чистом виде направления, но, по крайней мере, мы Muslim-friendly, да, то, что говорят, то, что все условия, в принципе, созданы. Ну, Кстати, для них Даниэль, если очень продолжить вот эту мысль, мне кажется, вот то, что, в принципе, сейчас вот как-то, может, органично само по себе происходит, то, что, ну, в принципе, то, что вот делают Казахтуризм и с другими бизнесами и управлениями по ориентированию на те рынки, которые мы сейчас вот обозначили, здесь есть и конкретные месседжи, которые глава государства говорит, что ну, Европа окей, но ковид действительно показал, что те ограничения, которые они, ну, те барьеры, которые ставятся, то есть они, в принципе, нам позволяют сейчас активно развивать новые направления, и мы действительно идем в эту сторону. Кстати, он сказал же, он где же выступал в Петербургский экономический форум, да? И он говорил, что, ну, это не про туризм, а в целом, типа, нам следует обратить внимание на новые рынки. Ближний Восток, Азия, вот то, что Индия, Китай. Но вот сейчас, рано или поздно, Китай откроет свои границы. А это люди, которые накопили, которые долгое время не выезжали никуда и накопили деньги, достаточные для уже перелетов, для выездов. Для них тоже очень многие страны стали дороже из-за логистики, и поэтому нужно уже сейчас думать, как нам Готовиться. этих людей принимать и вообще переманить к себе. То есть Да. Здесь, об этом наверное, есть нужно какой-то очень сильно сразу, скажем, что мы чуть-чуть подготовились, да, ну, в этом году для Китая, Индии, Ирана есть безвиз на 14 дней. Это такая вещь, которую многие страны, мне кажется, да, боятся Ну, мы сделать, тоже, но... мне кажется, боялись. Для Да? То есть, Для Китая мы долго. да, все в ведь точности с думали, что населением. сейчас откроем, вот у нас повалят все, да? А пока вот эту информационную, организационную работу не проведешь, то есть пока туда не съездишь. Не расскажешь. это Они не не знают реально, расскажешь, да. доверие их не завоюешь, продукты пока не покажешь, они ведь не приедут. Но там специфика еще работает. То есть они привыкли ехать, то есть не как мы спонтанно, то есть очень многие, или не как европейцы. Обязательно организованная группа, которую встречает. И поэтому, на самом деле, это одни из лучших туристов, потому что и наличие денег, и организованность. Поэтому нужно, учитывая их специфику, мне кажется, уже сейчас прорабатывать продукты именно для этой аудитории. Вот мы, интересно, вот расскажу, вот, как мы работали с Индией в этом году, да, чтобы вот так просто сравнить, вот Индия уже по въездам, он уже приблизился в этом году, вот за 9 месяцев к уровням 2019 года, да. И мы открыли им безвиз вот до вот этого времени. Трансфер. Это первое, да, не было практически потока. Открыли. Туда в начале года, вот где-то в первой половине, коллеги из Алматы съездили на выставку. Потом мы их сюда несколько раз приглашали. Потом еще раз туда проехали, дали пресс-конференцию. Позвали их делегацию, вот буквально где-то 2 недели назад в Алматы встречали 75 представителей Индии, турагентства, Целую конвенцию, да, ассоциации. Да, это целая конвенция. Они встретились с местным рынком, и уже можно видеть какой-то всплеск такой. Потому что все думают, что мы сейчас откроем безвиз. Да, это очень важный фактор. Но после этого не факт, что просто повалят туристы, потому что мы должны пойти, вот мосты наладить. Мне понравился в этом году еще кейс Саудовской Аравии. Огромный рынок, 20 миллионов. Это самый такой населенный, так скажем, населенная страна вот этого региона. Да? Оказывается, в 2019 году в Саудовской Аравии к нам приехали меньше 1000 человек, 900 с чем-то. За год. За год. Да. Сейчас в месяц больше приезжает. Больше Но у 1000. нас и прямых рейсов не было как раз до 2019 года, как раз до осени 2019 Вот, года. открылся прямой рейс. Безвизовый режим уже работает. Туда вот они очень сильно доверяют к официальным связям. Да. То есть большая делегация во главе с президентом съездила, несколько встреч было. Это хороший пиар-эффект дало.
Потом мы с коллегами с Алматы проводили с именно туроператорами B2B встречи, там вот так называемый роуд-шоу. Мы теперь отходим от этого названия роуд-шоу, потому что всем кажется, шоу это шоу. вот, это вот фейерверки и все такое. Но по сути это вот презентация, B2B встречи, и привлекли их около 20, по-моему, блогеров из Саудовской Аравии, они в основном в Снапчате, в Алмату. Они там очень долгое время находились, делали контент. Вот интересный случай был, когда я был на выставке в Дубае, мы встречались с Flynas, с управляющим партнером по раутингу, кто ставит вот эти направления, и он показывает на телефоне, у нас сейчас Алматы в тренде, то есть в это время инфотур как раз проходил, он показывает, что вот он везде. И вот так поток уже не заставил себя ждать, и он уже есть, потому что для них альтернативные направления, куда они привыкли ездить, сейчас труднодоступны, так скажем, или недоступны. То же самое, они очень любили, например, ездить на Украину до этого. Ну, вот это поток мы просто перехватываем сейчас, получается, да, который... И таких возможностей, ну, прям много. Просто у нас пока что... Ну, это как наша территория, она вот много где можно сделать туризм, но одновременно все не поднимешь, если... Ну, имеется в виду силами только центра, наверное, либо определенных людей. Это вот каждый аким, наверное, да, акимат должен такой сидеть и говорить, что Там вот системная туризм. работа. Опять же, туристы приезжают, да, местное население, оно не владеет, я уж про арабский молчу язык, да хотя бы английским языком. То есть, ну, это же вопросы, казалось бы, туризма, да, а на самом деле система образования. То есть, это означает, что в этой местности школы должны быть с лингвистическим уклоном, то есть там должны быть на высшем уровне преподаваться там английский, русский и казахский, Вы естественно, имеете в виду языки. места, где есть туристский интерес, где есть Естественно, какой-то... ну, например, Саты тот же самый, да, или Курортные зоны, Катон-Карагай, то есть там должны быть школы с лингвистическим уклоном. И это в перспективе даст повышение качества обслуживания для въездного туризма. То есть комплексный целый вопрос проблем, потому что чем больше у нас будет поток, опять же, с арабских стран, тем больше будет и людей, которые и на английском не говорят. То есть, соответственно, нужна и подготовка и гидов, и заведений, которые могли бы на высоком уровне обслуживать таких людей. То есть целый комплекс. Это вот о чем я и хотела сказать. Вторая большая проблема. То, что у нас нет такого взаимодействия между органами. Вы, наверное, сами тоже заметили, да, что вы бьетесь там одни в потоке. Те же туалеты и дороги, они же тоже идут в претензии к казахтуризму, насколько я знаю. Хотя это уже вопрос там казавтожола и так далее. Если бы наши госорганы, министерства или даже на уровне акиматов, местных исполнительных органов между собой взаимодействовали, то есть не говоря о том, что «ой, это туризм, это не мое, иди». То есть если бы они сообща решали проблему, вот, те же, как говорится, школы с лингвистическим уклоном, это Министерство образования, да, там, то есть Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры. Если бы это все решалось быстро, и между органами, может быть, какие-то дорожные карты необходимо составлять заранее. Ну, здесь же есть целый такой СГП, так называемый. Ну, в госсфере все любят аббревиатуру, но СГП – это система госпланирования, да, то есть она какая, так скажем, единая для всех, да, то есть есть национальный план, Ну, под да. ним есть концепции, там не один МКС, а все ответственные, да, но здесь, как сказать, вот мне кажется, должна быть вот прям такая прямая заинтересованность, да, то есть это вот чем мы сейчас стараемся заниматься и занимаемся больше всего, это вот заинтересовать всех, ну, вовлечь уже как можно больше людей вот в понимание туризма, потому что аким должен понимать, что это вот создать рабочее место, занятость в городе, либо на селе, это же не одно и то же. Да, это там, ты завод не построишь, там, ну, это большая редкость, которая 1000 человек займет одновременно. Но туризм с такими же усилиями можно развивать просто, не знаю, то же самое Саты. Все мы знаем, что он 2005 года там вот это все началось, представляете, да? Европейский Союз пришел, первые гранты выделил, обучение, гостевые дома начали, потом подключилось туда государство, период к подготовке к Экспо очень сильно занимались. Потом в 2017 году, наконец провели. да, в 2017 году создали Казахтуризм, в 2019 появилась госпрограмма, в
с госпрограммы пришли первые дороги, которые к туробъектам. Вот дорогу построили, и вот намного лучше стало. Потом случилась пандемия. И вот количество гостевых домов, которые вот 2005 0, там первые 10-м годам 10 штук, да? Перед пандемией это было там 50 штук, сейчас их около 100. Например, Это да? сейчас Чтобы практически понимать, любой да. дом. Сейчас Каждый- уже идет вот- конкуренция. Там реально здоровая. каждый второй вовлечен в туризм. Кто не принимает у себя дома, он там лошадей, готовит. кушать, водителей Транспорт. и так далее. Потому что это вот реально, вот это Саты, поселок, который отличается от многих поселков тем, что там много что можно найти, да. Там все уже хорошо, прям как чувствуешь себя как в городе просто. И абсолютно. Вот там мы же бьемся. Сейчас, кстати, говорит, 4G появился там. так, да? И вот, да, и вот так, это вот, мне То кажется, есть вот через такое. призму туризма, опять же, открываются и новые магазины, и новые кафешки. Там, Но не говоря это уже о новая всяких жизнь, кстати, гостиницах. Но Да. Саты идет вот по классической модели развития туризма через овертуризм, знаете, да? Через перенасыщение. То есть он идет, и вот там очень много туристов. Это то, что вы говорили вот в начале про емкость, про рекреационную Вот как раз в нагрузку. 2020 году емкость Саты не справилась с потоком. Это вот Но прям это, очень опять же, И хорошо. вот в создает этом условия году для- больше, чем в 2020 году, вот если так посмотреть. Но туда уже за счет того, что заходит бизнес, за счет того, что создаются вот эти, наконец же, Саты вот в числе тех 4 нацпарков, куда пилотно заходит бизнес, создает такую не только коммерческую, но и социальную инфраструктуру. Это и тропы, это и зоны для кемпинга и так далее, которые не обязательно коммерческие, так сказать, бизнес-центр, да. Вот если Эль Алатау, Чарын, Алтнемель уже в этом преуспели и уже создали какую-то часть, Кульсай это только придет, но когда придет, я думаю, многое из этого поменяется, потому что с этим, мне кажется, уровень нормы должно вот это вот вырасти. Вот здесь как раз таки и уже необходимо думать по таким национальным паркам, как уже регулировать количество людей, которые приезжают. организованные И это опять же туристические группы. планирование, да. То есть если была бы система, да, того же онлайн-бронирования, когда люди могли бы понимать, кто приезжает, и в принципе, если у нас у людей вырабатывать чуть-чуть привычку к планированию, было бы лучше. Мы же как привыкли. Организованно. В пятницу возникла идея, надо куда-то ехать в субботу, и все едут. И потом удивляются, что очереди возникли. В очереди. А за рубежом Дорого, мест нету. ты вот хочешь на какой-то объект попасть, ты за несколько месяцев бронируешь, покупаешь билет, потому что ты знаешь, что будет очередь. Население растет, это очевидно. То есть рано или поздно мы придем к тому, что на туристических объектах будут очереди. И Будет- поэтому будет дорого. Уже, да, и будет дорого, конечно. И поэтому надо уже сейчас на самом деле задумываться о системе регулирования и планирования. То есть как помочь бизнесу планировать поток и как помочь этот поток организовать. И разгрузки вот этих основных мест скопления. На мой взгляд, здесь ключ кроется именно в управлении потоком. Вот, если исходить вот из таких базовых пониманий туризма, да, вот мы говорим, что вот есть поток. Скажем, есть поток, который сложился вот в Бурабай. Бурабай – это за счет жителей столицы, он практически круглый год загружен, не только летний сезон, и даже вот в ноябре сейчас, да, там очень хороший поток имеется. Но мы должны все понимать, что летом он, там бывает, Перегружен. иногда заезжаешь и стоишь просто 1,5 часа на этом, до кольца, пока доедешь, вот этот отрезок, и развивается дальше Имантау-Шалкаш, да, вот что к управлению потоком, что в идеале, вот Имантау-Шалкаш развивается, Зелендар развивается, часть потока едет, просто тот, кто не хочет, так скажем, быть в толпе, так скажем, чувствовать дискомфорт от того, что много людей, может быть, чуть дороже и так далее, едут дальше вот в Зеренду, либо Имантау-Шалкаш. Мне кажется, и также в Саты можно по ущельям. Нам, кстати, уже есть такой план, то, что есть вот озера, Расширять да, маршрутные. уже ущелье Саты, чтобы развивать. Сейчас еще достроится дорога до Каинды, там в Каинды то же самое будет. Там будет толпа, опять-таки. Своеобразное Сейчас, зонирование. да. И вот раскидывать. И недавно я получил такой хороший инсайт от одной поездки, которая коллеги, и не я сам ездил, коллеги ездили, потом я их информацию читал, и вот эксперт из США, он говорит, что не зацикливайтесь на вот вокруг нацпарка или в самом нацпарке. Постарайтесь сделать то же самое, скажем, инфраструктуру, интересной точкой притяжения
до нацпарка, Тем более в Алматинской области это реально. Там же очень много Да, населенных пути. пунктов. Там Чтобы люди едешь до даже Саты, вынуждены там были есть, проезжать больше, да, да? там несколько еще этих. Там даже Точно. по-хорошему шашлычки это достопримечательность. Базить это вообще, да, по дороге не остановишься, потом только поедешь, например. Ну да. вот как, например, поселок Баши по дороге же, не доезжая. Ну, Идеальное расположение. Уважаемые идеальное расположение, да, да. участники подкаста, я хочу, вот, пользуясь случаем таким, что вы мне дали вот какой-то вот момент, да, перевернуть ход нашего разговора. Ну, понятно, что мы можем, да, объективно очень много идей сейчас рассказывать, и действительно правильную вещь мы сейчас отметили, но многие же вот моменты, они упираются иногда в банальные вещи, как, например, бюджет. И отношение к этому, опять-таки, в некоторых моментах двоякое. То есть, нужно ли тратить туда бюджет, правильно ли он тратится. Те, кто тратят, они вот правильно тратят, и вообще, насколько нужно вкладываться. Это вот само органично должно идти от бизнеса, выстраиваться, или нужна же все-таки мощная поддержка? Ну вот это вот мы возвращаемся к началу, да? Самое начало. Самое начало. Это как раз Мы вернулись. инфраструктура, Вот. да. Ну хорошо, что мы не договорили. Если можно, я свою точку зрения скажу, потом вам дам договорить, да? Здесь, когда проходишь разного рода сейчас тренинг, стараешься быть в тренде, говорят о 3 вещах, которые нельзя воспринимать как барьер. Отсутствие денег, отсутствие времени, отсутствие трудовых ресурсов. То есть это вот эти 3 фактора, они должны быть изначально решаемы, если проект правильный. То есть если решение правильное. Да? Тут есть, конечно, факт того, что туризм финансируется по остаточному принципу, или есть спор, например, туда направить, либо сюда направить. Да? Мне вот иногда, если честно, тоже волнует, когда счетный комитет ставит под сомнение то или иные эти, да, вот, например, зачем вы проводите роуд-шоу в Катаре, а не где-то еще, да, ну, при всем уважении к счетному комитету, они же не маркетологи, ну, грубо говоря, да, ну, здесь долго можно спорить, что я хотел бы сказать по этому поводу, да, в целом. Туризм можно развивать вот по одной пути, например, да, создавая крупные точки притяжения, а потом вокруг него выстраивая кластер, который, да, ну, то есть построили их состав. Ему, естественно, нужно брать, получается... Работников. Ну, помимо работников. Это все питание, мясо, грубо говоря, да, там овощи и так далее, и так далее. Потом, когда он уже генерит какой-то поток, по примеру, Риксис Бурабай, да, то есть вокруг него начинает выстраиваться другая инфраструктура, другие отели, поменьше, другой ценовой категории, да, и так далее. Можно по этому пути пойти. Можно пойти по тому пути, когда ты в первую очередь поддерживаешь именно малый бизнес, стимулируя вот отсутствие где-то гостиницы, это возможность для создания гостевых домов. Ну, то есть нет вот этого среднего бизнеса, так скажем, да, вот удобств, значит, местный житель может у себя создать эти удобства и начать принимать. Но для этого мы должны дать соответствующие знания, тренинги пройти, дать ему установку, прямо руководство, как это делается, это когда стандарт работает, и дать грант, источник финансирования, либо льготный кредит. Ну, даже льготный кредит, наверное, в сельской местности не сильно это подходит, а Да именно даже грант, он отобьется достаточно быстро, потому Да. что поток регулярный. И вот Саты, живой пример, он начинался с этих грантов, там, 1000 и так далее. Сейчас это хорошо практикуется в Катон-Карагай, да? Там местный фонд Где есть возможность развития, грантов. да? Они Да. дают вот гранты, там, 1 000 000 тенге и так далее. Просто элементарные вещи привести в порядок, душевые, постельные принадлежности и так далее. Создать вот минимальный так, уровень, скажем, комфорта, да? Можно и вот этот путь. Просто, мне кажется, вот надо вот прямо четко определиться. Вот в случае с нацпарками у нас такой подход. Большую инфраструктуру, социальную инфраструктуру и так далее не государство строит, а строит бизнес, например, да, как это сейчас делается. А вокруг сельские местности, вовлекаемые за счет того, что мы их обучаем, это финансирует государство, и мы реально должны после обучения создать им механизм гранта. Это вот то, что мы уже 2-й год, 3-й год. 3-й год мы с этим вопросом ходим, но надеюсь, что вот это найдет свое решение. Ну, мне кажется, если подход правильный, если правильно подать, там можно и с бюджетом вопрос решить. Ну. На самом деле это опять же вопрос планирования, то есть когда люди рассматривают туризм не как расходную часть, да,
а как возможность в первую очередь улучшить благосостояние местного населения, это совершенно иной подход. Смотрите, даже когда мы строим дорогу и говорим, что просто к туристическому объекту, на самом деле это улучшает качество жизни местного населения, потому что Обязательно. для них гораздо доступнее становится районный центр, для них гораздо доступнее становятся продукты питания больницы и разнообразие, да, и качество жизни повышается. Второй момент – это действительно, что начинают развиваться другие сферы. Начинают торговли сначала, потому что сначала нужно продукты закупать, а потом уже человек начинает думать, а зачем мне, например, закупать те же комбикорма, например, да, для того, чтобы кормить мясо, для того, чтобы готовить еду для туристов. Он уже начинает собственную кормовую базу. То есть это мультипликативный эффект. Пусть это клише, что одно место в туризме приносит 5-6 рабочих мест в других областях, сфер экономики, но это так и работает. И поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что это все планирование. То есть, и если мы будем говорить, что это приоритет для государства, развитие местных территорий, сейчас же постоянно говорится о том, что необходимо, чтобы деньги вливались не только в крупные города. Человек, живущий в селе, должен испытывать то же самое качество жизни, что и человек, живущий в городе. То есть, если мы с этой точки зрения на туризм посмотрим, то вопросов быть не должно. Конечно, необходимо развивать инфраструктуру, необходимо вкладывать бюджет, потому что он вернется. Он вернется. И более того, необходимо создавать условия, даже, опять же, льготное, опять же, налогообложение для того же самого бизнеса, который открывается именно в туристической сфере. То есть, потому что дать встать им на ноги, и затем это вернется в первую очередь и с помощью налогов, и с помощью рабочих мест. Поэтому здесь, мне кажется, для людей, кто стратегически мыслит, вопросов быть даже не должно, нужно. Кстати, вот, по крайней мере, финансировать ведь начали. Это сейчас вот в среднем какие-то 50 миллиардов, если не ошибаюсь, в год выделяется на инфраструктурные проекты, так или иначе связаны с туризмом. Это может быть вот дороги, в основном это так называемая последняя миля, это там ремонт даже вокзалов, аэропортов, вот Алакаль, да, то есть, к турсезону не успели, но надеюсь, к следующему туристскому сезону успеют. Но, тем не менее, начали, и уже есть факт того, что выделяют деньги специально, чтобы создать условия для... Ой, мне вот этот тезис ваш понравился, это дороги это не только для туристов. Также я больше скажу, туалеты это не только для туристов, или сервис. Да, это не только для туристов. Да, потому что у нас, опять же, в психологии мы все время хотим показать самое лучшее приезжим. Да? Но надо начинать не с гостей, надо начинать с уважения к самим себе. Абсолютно. Если мы будем себя уважать и требовать того же качества сервиса, как и требуют приезжие люди, то у нас и сервис будет расти. А мы же как? Мы терпим, а потом, когда приезжают со стороны и людям не нравится, мы обижаемся. Не надо обижаться, нужно извлекать уроки. И более того, нужно самим хотеть жить хорошо. И это, в первую очередь, уважение. И сервис, опять же, у нас во многих регионах поедешь, у нас сервис, қызмет ету, это как құл болу секілді, ja? То есть как будто быть рабом. А надо относиться к тому, что и человек, который оказывает услугу, и клиент, они равнозначны. Они равнозначны в уважении друг к другу. Не, вот это один из отельных брендов, это у них философия, когда они принимают принимают сотрудников, им говорят, что мы, дамы и господа, обслуживаем дам и господ. Он типа мы равные. Вот изначально правильно вот эту установку. Что касается вот именно гостей, да, к ним отношений, я думаю, здесь Халида больше всех расскажет, потому что ездит по каждому аулу, говорит, вы будете принимать туристов, там смешные ситуации доходят до того, что там, типа, мне нравится вот эта история Даньяда, Тохтарбаева, который говорит про то, чтобы этот Баушак не продали. Где-то они увидели, ездили, это район на востоке тоже, это сельский местность, и увидели, как кто-то жарит баушаки во дворе, а Пашка подошли к нему, хотят купить, не продает. Какой у меня балларма. Вот такие вещи, которые
Просто некоторые даже стесняются. Мы же часто на У нас тренингах. гостеприимство-то есть, оно в селах есть. Сельчане у нас добрые на самом деле. Да, действительно, хватает дураков везде. Просто люди у нас еще не привыкшие, действительно, стесняются своего образа жизни, не привыкшие, что вот турист приедет, что можно на нем заработать, что нужно на нем заработать, что это вот как бы и будет хорошо и туристу, и тебе. Они же воспринимают это как: ой, я такой, я не могу продать. Я просто так могу его накормить. И мы говорим: нет, вот вы неправильно выстраиваете. То есть один раз вы его накормите бесплатно, второй раз, а третий раз вы же скажете: не. А если вы будете изначально выстраивать товарно-денежные отношения, но в то же время выказывать гостеприимство, то тогда, говорю, это долгосрочные отношения. В принципе, у нас, что касается сел, в плане людей у нас вопросов практически не возникает. Единственное, в чем их загвоздка, что они либо мало информированы, что можно на этом зарабатывать, и как, и на этом зарабатывать, и нет поддержки, да, материальной. Тут больше, наверное, вот со стороны местных органов, со стороны инфраструктуры вопросы возникают. То есть, если, например, тот же Кольсай, дорогу построили, у нас есть перед глазами результат, вот она работает, огромный поток туристов, все село процветает, то тот же село Баше, которое по дороге к Алтан-Эмелю, поющим Барханом, оно не так процветает из-за того, что дорога плохая, а жители уже готовы. Ну, то есть... И опять же, можно любое село, как я говорю, раскачать там, даже где нету нацпарка и каких-то крутых достопримечательностей. На это есть вот креативные программы, которые мы придумываем с сельчанами, где они могут показать культуру, традиции, где можно поехать на село, изучать казахский язык. Сейчас И сейчас моду же легко очень ввести да. на поездки в любое место. Да, это же как бы выбрать тренд. Там. ТикТок Амалболсон. Да, мы даже вот сейчас планируем запустить такое шоу по изучению казахского традиции, культуры, языка именно среди носителей в казахском селе. То есть туризм будет учить еще и казахский. Как называются такие шоу, которые вот снимаются каждый день? Реалити-шоу, да. Где будет конкретно уже в итоге результат. И это будет смешно и в то же время поучительно. А сельчанам мы говорим: готовьтесь, готовьтесь. Вот приедут, вы будете на них зарабатывать. То есть это можно ввести в тренд, чтобы люди уезжали в аулы, особенно у кого нет родственников, учили там казахский язык, учили культуру, традиции. Ну, а самое главное, сельчане, да, на этом будут зарабатывать. И таких уловок можно придумывать много. Я думаю, что они будут у нас популярны. В общем, самое главное тут как бы вопрос вот более глобального масштаба решать. Не, вот я бы хотел вот эту вот мысль как-то вот сделать, да, вот глобально вот то, что вы говорите. Вообще туризм чем хорош? Тем, что можно упаковать что угодно под интересным продуктом. Да. Дорог нету, оффроуд, там, например, да? Ну, там, хочешь еще похудеть? Там, да, ну, много что можно. Я в одном регионе, кстати, поехал по бездорожью, там порядка 200 километров, и мне местные говорят: ну, дорога к святым местам, она не должна быть простой. Вот да, вот это. Ну, я надеюсь, что вы не будете в этом легендирование и так далее. Но я к тому, что такие продукты, к сожалению, они остаются нишевыми. Ну, то есть они никогда не становятся массовыми. То есть вот это мы должны четко понимать. Хотим мы массовый туризм, хотим мы туризм, который там влияет на экономику, там должна быть инфраструктура, как ни крути. Там, потому что, чтобы даже вот элементарно пожира, несмотря на то, что там инфраструктуры нет, за счет его вот, сильной рекламы люди туда до сих пор ездят толпами, и это наносит такой значительный урон экосистеме. Да? Но представим ситуацию, если на Бужуре там, на подходах стоял бы визит-центр, от него дальше шел бы там промаркированная тропа, маршрут, были бы фотоспоты, установлены туалеты, ну и прочая мягкая инфраструктура. Любой осознанный турист, он придет, он будет двигаться по вдоль этой тропы, где уже созданы условия. Он не пойдет уже никуда-то, потому что он будет знать, что вот это безопасно, там есть магазин, там я могу купить воду, сходить там, по своей нужде. И это абсолютно нормально. Вот эта мягкая сила. Да, не отель. Но там как раз есть аул Сенек.
хороший аул, Синек, где до сих пор Шаир. люди, да, никакой пользы от туризма не Потому что мимо, получают. весь трафик мимо Да. проходит. Вот, а надо туда заводить его. Нужно кафе там рекламировать, да, продвигать. А Гостевые сейчас там дома. люди совершенно не видят никакой пользы от туризма, потому что он мимо них проходит. Он, Вот кого нужно вот этот обучать. Синек реально должен быть такой. И он же сам какой колоритный. То есть А мы же сам заезжали туда. безумно красивый. Проводили обучение С в одной рамках стороны Казахтуризма. пески не хуже, чем в Арабских Эмиратах, с другой стороны белые горы. То есть сам по себе Синек, и еще и с историческими объектами. То есть там некрополи средневековые, то есть которые тоже ничем не хуже, чем другие в регионе. И поэтому сам Синек может стать неплохим туристическим объектом, но опять же, нужно работать в этом направлении. Да, мы даже, я помню, вот как раз-таки в рамках казахтуризма приезжали в Шаир, в Синек и обучали сельских жителей. И вот как раз договорились. Там даже есть блогер в Синеке, девушка, у которой 15 тысяч, больше 15 тысяч подписчиков. И она показывает вживую да. свой образ жизни, как она дует верблюдов и так далее. То есть она классно пиарит свой поселок. Шубат какой, там действительно же можно. Вот, и агротуризм тот же В самый. идеале, да, как это должно быть? Ты приезжаешь в Синек, остаешься туда на ночевку, чтобы Взял не стязать верблюда, себя там пошел такой на длинной фотосессию. поездкой, да. На следующий день уже На вместе с Бархан, гидом выехал туда на Божуру, на Бархан и так далее. Но база Из должна местных быть там, гидов да. еще, что немаловажно. А мы как раз и договорились, да, давайте мы вас включать в маршрут каждому туроператору или гиду, да, чтобы приезжающие люди и остановились, и перекусили, и взяли верблюда, пошли на Бархан и сфотографировались. То есть мы туда, там шикарные фотографии получаются, и вообще интересно. Ну и потом вообще маршрут в сторону и Бозжиры, и Бекет-Аты очень мало мест питания, и люди на самом деле, если не возьмут что-то в начале дороги, у меня был такой случай как раз после пандемии, когда все было закрыто, мы просто чуть с голоду не умерли за этот день, еще и в 45-градусную жару, а здесь прекрасная база еще и для того, чтобы люди могли в магазины заехать, пообедать или поужинать на Туристского обратном пути. центра там вот действительно не хватает. Вот напрашивается прям. Здесь вот то, что я могу сказать. Вот мы вокруг всех вот этих перспективных точек, в принципе, уже определили точки. Вот туда вот Халида уже ездила с командой на обучение, вот на первый вводный курс, потом другая команда ездила на обучение по открытию гостевых домов, как открыть и вести именно гостевые дома, ну, принимать туристов у себя. Вот цепочка, она у нас не закрыта в двух местах. Вот это дальнейшее, да. Вот первое это то, чтобы акимат уже непосредственно работал на туризм, чтобы тянуть этот поток, там, создавать условия. Второе, чтобы мы выделили вот эти гранты, как раз таки. Гранты, минимальные условия, закупили, и уже туризм вот так будет идти. Как в случае с Саты. Саты просто больше всего повезло, потому что по-любому... И надо хоть еще в Саты третью едешь, сторону через Саты. учитывать. Но он очень Учитывать близко к крупным городам, а здесь как раз Синек, Каракиянский район, сам центр района очень далеко находится от этого места, и Актау, и, видимо, руководство области само, когда едет в ту же самую Бекет-Ату или Бозжиру, редко заезжает в сам Синек. Я бы посоветовал как раз-таки. А в Шаире там же вообще минеральная вода из-под земли бьет. То есть мы там рекомендовали построить какие-то ванны душевые для туристов, которые после пыльной дороги заехали в минеральные ванны покупаться. То есть все у нас под ногами, действительно, вот акимат где-то бездействует. И еще третья сторона – это гиды и экскурсоводы, которые, к сожалению, не все хотят париться, выстраивать интересные маршруты, включать туда локации с сельскими жителями. Но в будущем, я думаю, конкуренция заставит их это делать. То есть, а так вообще до них просто нужно доводить еще. Вот есть такие-то возможности. Мы сейчас, в принципе, это делаем совместно. Может быть, побольше встреч даже в онлайн-формате устраивать и рассказывать им, что они могут делать турпродукты, вставлять в свои маршруты вот такие-то локации. Мы даже опрос проводили наших мангостауских гидов, которые говорили, если там будет какие-то интеграции с местным населением, где они нам покажут традиции, где они там дадут верблюда на фотосессию и так далее, да мы только завозить туда. Ну, это несколько человек, да, сказала. И хорошо было бы, если бы все они просто знали об этой возможности. Тогда у нас замкнется круг. То есть тут готовы сельчане, тут готовы возить туристов гиды, экскурсоводы и туроператоры, да. Ну, как раз таки может стимулировать. Ну,
в идеале это туроператор, интересах туроператора должно быть, да, там создать что-то интересное. Вообще странно, что они в Астане спрашивают, а когда мы с местными начнем работать, хотя они в этой области живут и могли давным-давно познакомиться. Это не так, чтобы там Казахтуризм приехал, познакомиться, жители Синека, жители, это гиды Но Мангистана. я тенденцию заметила. Вот, например, наш туроператор, он старается возить ко всем сельчанам, с которыми мы поработали, чтобы они почувствовали деньги, чтобы почувствовали, как это встречать туристов. Но я всегда говорю, вы на нас не надейтесь, мы не разорвемся же на всю страну. Постепенно там сами регистрируйтесь в системах бронирования, выходите, ищите партнеров. И что я заметила, если раньше только наш туроператор там вставлял заехать там к местному ремесленнику, отведать борщ, саков с казана и там чай с самоварчиком, купить ремесленнической продукции, остальные просто там проезжали мимо и залазили только на гору, то сейчас конкуренция, к нашей радости, конкуренция заставляет их звонить нам, говорить, а дайте вот телефон ремесленника, мы тоже хотим. Люди просят такие места завозить их. То есть конкуренция заставляет, и въездные туристы заставляют наших туроператоров и гидов искать контакты с местными и завозить к ним. Поэтому вот я бы очень хотела, чтобы въездной поток у нас расширялся. И за счет таких направлений, которые вы тоже, да, сейчас Кстати, качаете. Вот немного, наверное, уже подходя к финалу, да, наверное, надо от вас мы хотим услышать, по крайней мере, не знаю, да, как Даниэль, я хочу вот услышать какие-то вот предложения казахтуризму, или как мы должны работать, или на что мы должны больше делать акцент, ну, чтобы реально вот те вещи, которые вы говорили, они воплотились в жизнь, или наоборот, что-то где-то вот улучшилось. Яков, что думаете? Ну, некоторые предложения я уже озвучивал во время беседы, но в первую очередь хотелось бы, чтобы Казахтуризм работал прозрачно, потому что я не говорю о нынешнем составе Казахтуризма, но мы помним, как несколько лет назад, допустим, там из порядка 60 тендеров, например, Казахтуризма, все, кроме одного, там на самое простое, там на покупку принтера, проходили из одного источника, да, то есть и очень многие из этих вещей тратились на бесплатные вещи, на то, что можно было бы сделать бесплатно. И на самом деле репутация Казахтуризма, она из-за этого очень сильно подмочена, да, то есть и сейчас, то есть когда вы проводите правильные мероприятия, то есть многие люди помнят еще тот Казахтуризм, который просто на самом деле тратил деньги не на те вещи. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы более прозрачно было это все, и тогда и люди будут понимать, чем вы занимаетесь. И вторая вещь, то есть вот не останавливайтесь в плане продвижения, в плане маркетинга, то есть, но, как я уже сказал, нужно усилить вот взаимодействие между регионами, и тогда на уровне руководства областей люди могут начать задумываться вообще, а может быть действительно туризм – это наше будущее? Не зря у нас и президент, приезжая в регионы пока далекие от развитого туризма, постоянно говорит, что будущее наше именно там. То есть как можно чаще взаимодействуйте с местными органами, может быть, на уровне руководства, чтобы они действительно поехали и поняли, что можно сделать. Чтобы они поняли, что это не просто расходы, как мы сегодня говорили, что это не расходы, это перспективы. То есть когда это каждый руководитель будет понимать, тогда у нас туризм будет развиваться. Консолидация, да, между регионами и... Кстати, коммент, да, сейчас, кстати, вот у нас в плане закупок ситуация ровно уже противоположная. То есть там единицы из одного источника, так все. И с регионами, да, это такая вещь. Но с другой стороны, вот знаете, вот я регионы, когда езжу, там типа отдел, там 1,5 человека, которые работают. Там бывает же нету они даже просто специалистов. закопаны в бумагах, да. Но это опять-таки из той серии, когда нельзя жаловаться на отсутствие денег, времени и людей. Ну, при желании, мне кажется, любой аким может поставить туда целый отдел, там, который состоит из 3, 4, 5 человек. Там, Ну, будем надеяться, что... А бывает же вообще приоритизация отдела будет. по туризму нет, бывает... А это политическая воля. Да, Была бы абсолютно. воля, можно Была и бы людей воля. найти. Да, я бы, наверное, Казахтуризму пожелала. Ну, понятно, что ваша основная функция, да, это маркетинг, это продвижение наших турпродуктов за рубежом, ну и внутри страны в том числе, да. Но, наверное, сам туррынок
турбизнес видит в вас более глобальную миссию еще в плане связующего звена, как вот Яков говорит, между регионами, между государственными органами. То есть вы можете стать центром консолидации всех вокруг вашей основной отрасли туризм и объяснить им, что это еще и их тоже, в принципе, касающаяся отрасль. И если будет действительно у вас функционал подобной консолидации, чтобы можно было решить проблему в одном окне, потому что у всего бизнеса в туризме возникают проблемы. У кого-то с Минздравом, у кого-то там с Минсельхозом, у кого-то еще с кем-то. И они могли бы обратиться к вам и через вас по принципу единого окна быстро решить что-то и быстро внести там какие-то законодательные изменения или поправки. Это было бы вообще шикарно. То есть, ну и, естественно, допустим, вы бы в этой роли могли отслеживать, чтобы не было дублирований тех же роуд-шоу, например. Когда я часто раньше наблюдала картину, когда каждый регион, каждая область начинает отвечать за себя. Вот он выехал в Париж, ну, условно в Париж, и я поехала в Париж. А когда можно единым окном выехать один раз в Париж, а не каждый по разу, и вы можете стать консолидатором, то есть выставок за рубеж, чтобы каждый по отдельности не выезжал, ну, только себя представлять. Тенденцию на выставку мы уже сломали, в принципе, чтобы отдельно. Там было раньше даже такое, что там стенд Казахстана стоит, или стенд Алматы, там условно, да? Сейчас вот это все уже, да. Но вот как раз-таки теперь по в целом активностям взаимопонимания пытаемся найти. И у всех же сейчас стоит KPI у областей, который гонит их, чтобы показать поток туристов. И каждая область начинает уже по-своему там мероприятия придумывать. То есть, опять же, может быть, даже не в согласованности с вами. Согласитесь, вы даже не всегда знаете, где-то что-то проходит. Вот это тоже плохо с точки зрения развития внутреннего потока или с точки зрения туроператоров, которые не успевают создать турпродукт. Или вот как я в Боровом летом столкнулась, да, когда летом он и так перегружен просто на нет, а там очень много событийных мероприятий, когда бизнес на неделю просто не может своих клиентов получить, потому что дороги закрыты, идет марафон, идет то, идет другое. И вот действительно вам просто нужно стать таким органам, нужным всем и в плане решения законодательных вопросов, и в плане решения каких-то проблем с другими органами, министерствами, и в плане событийного туризма и промоушена. То есть Я, можно, одну маленькую вещь добавлю, потому что на самом деле классная мысль насчет ивент-туризма, потому что он всегда приносит хорошие дивиденды региону. И у нас же нету единого календаря ивентов по Казахстану. Зачастую, Это то есть боль. где-то они конкурируют, а где-то из-за того, что просто на местном уровне проводится, ивент он проходит как? Потенциал у ивента есть, например, несколько лет назад я был на Хаунфесте в Махтаральском районе. Идея хорошая, но как его провели? Приехал Аким, посмотрел, как только Аким уехал, все свернули дыни и разъехались по домам. То есть, а если бы это было а с мы даже не привлечением... знали, например, И да? никто это не знал, да. И мне повезло, что я туда попал на самом деле. А если это было бы уже с вашей поддержкой на всю республику, там бы приехали люди, то для местного населения, опять же, и гостиницы были бы забиты, и те же дыни продались бы без необходимости их транспортировать там на север Казахстана. Поэтому, мне кажется, нужно как-то график интересных мероприятий Календарь, консолидировать, естественно. и то, что есть на уровне регионов, помогать им продвигать на республику. Да. Мы тут с нескольких сторон подходили к этому вопросу, но мы сейчас точно понимаем, что это только ручной режим будет работать. Потому что мы создали общую площадку, раздали всем доступ. Скидывайте все свои мероприятия, мы будем их потом продвигать. Ну, А если быстрее. они Это- будут просто в каждый заходить, дать им Мы это уже прошли. Это есть. Мы это уже прошли. Не работает, да? Не работает. И мы сейчас Потому что, четко- опять же, для них, для многих, ну не буду говорить о всех, выгоднее для галочки провести мероприятие. Ну да, Ну или там, чтобы как это часто не бывает, париться. там они там За пару дней за пару утвердили. дней все утвердили, даты, людей, там под график Акима построились, пришли, провели, ну и так далее. Ну, классическая история, да. Но да, в ручном режиме хотя бы определить, вот, Ну, есть может быть, если ежегодные. даже немного, 2-3 хороших ивента, чтобы просто показать вот этот кейс в каждом регионе. Да, вот, например, Ежегодные мероприятия. Да, в когда- Павлодаре вот Арбузфест, который, как он называется, вот такие. Да, Он там очень хороший интересный. фермер, да.
Там есть эти- такие... Район Акхола кудесники. и фермер Шапув, крупнейший в Казахстане, на самом деле тоже шикарно. Очень Там просто. скрестили ананас Или- с арбузом. Ну, просто... Да, вот эти вещи, например. Или же, например, долина Шалкуди, если знаете, это вот в Кигинский район, если не ошибаюсь, Алматинская область. Это вот мы все знаем осы, которые как Жайлау, да? Вот. А вот Шалкуди, он такой же, только он как еще аутентичнее. То есть там юрты, вот прямо они на пастбище туда летом приезжают. И у них есть вот открытие, закрытие сезона. Я как-то попал на вот это открытие вот этого сезона, тоже такое аутентичное супер мероприятие. Вот самое интересное вытащить, мы в ручном режиме попробуем это сделать, очень хорошее продолжение. И сделать их регулярными, ежегодно. Консонар тот же, да? Ежегодно, постоянно. В этот год как раз-таки он, Главное да, в плане знать. событийного туризма он был показательным, потому что в годы пандемии все так стояло, и сейчас уже в этом году, когда все на офлайн перешли, мы смогли реально вот увидеть очень много событийных мероприятий, которые просто уже ждут своей аудитории. Тут надо, наверное, объединять просто культуру Да, и туризм, потому что возможно, во со временем многих и районах... спорт. Да, и спорт. Во многих районах это разделенное. Уважаемые коллеги, конечно, очень много можно продолжать и развивать. Мы вот заметили, что и с одной темы выходит другая, и обсуждение может продолжаться. Но давайте и на следующий год мы должны что-то снимать, да, и обязательно будем вас звать. А нашу аудиторию просим оставлять свои отзывы и писать те моменты, которые волнуют каждого лично вас и в сфере туризма или около него. Мы готовы всегда это обсуждать и будем развивать туризм вместе. Куда деться? Всем спасибо. Всем до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое.